Добрый день, Республика! Добрый день, Татарстан! Добрый день, уважаемые телезрители! Спешим пожелать вам отличного зимнего настроения и удачного начала дня. В новом 2018 году в студии вас приветствует Эльвира Зайнуллина и Идель Киямов. Пропаганда татарской книги и произведений авторов других народов, проживающих в Татарстане, обеспечение детских садов, школ учебниками и методическими пособиями являются основными задачами татарского книжного издательства. Об этом поговорим с нашей гостьей, заместителем главного редактора татарского книжного издательства Венерой Абязовой. Венера, добрый день. Добрый день. Добрый день, Венера. На каких языках сегодня издательство публикует свои произведения? У нас в большинстве выходят книги, выпускаются книги на татарском языке, в том числе выходят книги на русском языке, на английском языке. Часто выходят прямо на двух языках, русском и английском. И в том числе выходят книги на языках других народов. Так что арсенал богатый. Поменялся ли читательский интерес? Ведь известно, что человек стал меньше ходить в библиотеки, не так развит литературный красивый язык, перестали мыслить красиво. Или же вы наблюдаете тенденцию, когда есть зрительский интерес к чтению? Но тем не менее, извините, вы идете в ногу со временем, и, по-моему, у вас даже сайт есть, и на сайте представлены книги. Вот об этом тоже. Да, хотелось бы об этом рассказать, вот как раз в унисон вашему вопросу. Что касается татарской литературы, то мы не видим снижения интереса к ней, да, и мы это видим, и когда участвуем в международных и всероссийских выставках за пределами республики, нам обращаются со всего мира. И вот как раз хотела сказать, что, конечно же, надо в данном случае привлекать и какие-то новые варианты давать, и наша задача, прежде всего, стать ближе к читателю. И поэтому, согласно этим современным тенденциям, как вы заметите, все очень быстро развивается, нами был дан старт работе уникального проекта, это Центр татарской литературы. То есть теперь в одном месте люди могут книгу приобрести в печатном, в электронном виде. И что немаловажно, в разделе библиотека размещено более 1000 бесплатных книг. То есть теперь можно и зайти и бесплатно почитать. Притом книги разножанровые, это и для взрослых, и для детей, это и классики татарской литературы, и молодые авторы. Собственно, арсенал богатый по выбору. И что тоже немаловажно, в разделе образования у нас размещены интерактивные учебники по изучению татарскому языку. И это уникальный, можно сказать, помощник для учителей и для учеников. С помощью таких учебников можно пройти тестовые задания, можно голосовые посмотреть, звуковые, вернее, уроки, проверить свои знания, и также они размещены бесплатно. Так что вот в данном случае мы хотим быть ближе к читателю, и надо сказать, что с момента старта, а он работает чуть больше года, география у нас только увеличивается, и мы вот буквально проводили статистику, второе место у нас по посещаемости после России – это США. Да. Интересно. А затем еще в десятку входит и Казахстан, Турция, Германия, Украина, Беларусь, Франция, Туркменистан. Но это я вот перечисляю первую десятку, а если так в объеме, в общем, насколько мы популярны в мире. Да. То есть смотрят практически со всего мира этот сайт, и я вижу, идут отклики очень хорошие. Венера, а преимущественно какого возраста читатель в Республике Татарстан пользуется сайтами и печатными изданиями нашего издательства? Ну, если говорить по возрастному цензу, да, у нас вообще, так скажем, лидер ежегодно – это детская литература. Ежегодный лидер художественной исторической литературы. И поэтому здесь вот такой конкретный диапазон выделить очень тяжело. У нас читатель есть и маленького возраста, да, и есть взрослый читатель. То есть все-таки вы опровергаете мнение, что читатель не ходит в библиотеки, не читает и полностью поглощен интернет-ресурсами? Нет, да? Такого нет. Вы знаете, я сама мама, у меня сын, и наблюдаю, конечно, что лучше провести время в компьютере, лучше провести, держа гаджет, да. Но когда я приношу ему книгу, которую я знаю, что она его зацепит, грубо говоря, то он ее берет, и он просто ее проглатывает. Он ее читает за день, за два. А что цепляет маленького ребенка? Мне кажется, наверное, это все-таки яркие узоры. Вот вы пришли к нам не с пустыми руками. Да. Допустим, детские книги, они все очень богато иллюстрированы. На первом этапе это рисунок, да, иллюстрация, а затем?
Но это все тоже зависит от возраста. У меня уже подросток, поэтому я понимаю, что его заинтересует приключения, фантазия. Что касается наших маленьких читателей, практически чуть ли не с рождения, да, действительно, это и богатая иллюстрация, и Добрые, да? добрые наши рисунки, добрые наши стихи, и вот, как вы видите, даже вот картонная книга, это вообще та книга, которую Приятно можно... тактильная, да. Да, которую можно дать ребенку уже практически чуть ли не с рождения. И он будет, ну да, он и будет Не вначале выходит из моды наши любимые книжки. да. Будет вначале перелистывать, а потом будет с удовольствием и читать, и еще и до 3-4 лет это пригодится. То есть тут главное достучаться до сердца читателя. Главное, чтобы в его сердце остался отклик этой книги. И тут, конечно, важно это все вовремя делать. Ну, не выходит книга печатания из моды, и оно и не должно, собственно, выходить, поскольку вот что заключено в этом богатом мире книги? Лучше книги не придумано, чтобы развивать фантазию, чтобы развивать наше мышление, чтобы уметь думать и разговаривать. Кто ваши авторы и кого бы вам хотелось отметить прежде всего? Если говорить о наших авторах, то это профессиональные писатели, это ученые, историки. Мы, конечно же, особое внимание уделяем изданию молодых авторов, потому что открытие звезд на нашем литературном небосклоне – это тоже неотъемлемая часть. Но и особое внимание уделяем, конечно, нашим классикам. Если говорить конкретно, то всегда пользуются спросом книги Габдулла Тукая, Мусы Джалиля. То есть это наш вот такой богатейший арсенал, который у нас всегда присущ. А какие требования к произведениям, которые печатаются в вашем издании? Ну, таких... И к авторам произведений. Да, таких жестких требований как таковых нет, потому что, сами понимаете, литературный мир, он безграничен. И в данном случае, конечно, мы с момента рукописи обращаем внимание на то, чтобы, опять-таки, книга захватывала, соответствовала тому жанру. Да, то есть, если история, то это должно быть и подтверждено историческими фактами, исторический роман. Если это фантазия детская, то это должно быть тоже донесено таким образом. То есть, максимально, чтобы это читалось легко, и чтобы мы могли это все донести до наших любимых. У среднестатистического читателя это все-таки жанр фэнтези или же вот приключенческий или исторический? Какой же это жанр? Если говорить о востребованности, то, вот как я уже сказала, это детская литература, художественная литература. И, кстати, фэнтези тоже в последнее время достаточно востребованы, и книги такого жанра тоже пользуются спросом. Да. Меня как эстета привлекла вот эта книга, в первую очередь своей обложкой. Расскажите подробнее об этом издании. Я с вами полностью согласна. Эта книга не может не привлекать. Изящная, беленькая. И вы, если почувствуете, даже ее приятно держать в руках, да, и каждая страница богата иллюстрациями, тем более, что в этом альбоме представлены художественные изображения, как исторических, так и современных художников, посвященные царице Сюмбике. Как вы знаете... Первой красавицы. Да, первой красавицы. 500-летие юбилей. И здесь автор... поэт-искусствовед Розалина Шагеева, она автор этого альбома. У нас было издано это в конце 2017 года. Здесь, собственно, очень много посвящено красавице Сюмбике, как я сказала. Есть произведения о ней, картины. То есть, собственно, вот листая этот альбом, можно просто погрузиться в историю и понять, какой она была. А какие книги планируется издать вот в этом новом 2018 году? В 2018 году мы планируем порадовать наших дорогих книголюбов и художественной литературы, детской. Очень планируем сделать акценты на издании классиков наших, которые, как я уже повторяюсь, пользуются спросом. В том числе порадуем книгами-альбомами вот такого плана. И будут новые имена. Так что следите за нашими новостями. Я хочу сказать, вот в том числе, чтобы быть ближе к нашим читателям, наши телезрители могут присоединиться в социальных сетях. Мы есть везде, и ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в Ютубе, и в Инстаграм. Это нам позволяет быть в онлайне, на одной волне с читателями, общаться, понимать, что они хотят. И, не выходить из моды. Да, и не выходить из моды. Наступил новый 2018 год, но подарки, наверное, еще пока не заканчиваются. Поэтому... Подарки всегда актуальны. Да, подарки всегда актуальны. И, как вы сказали, лучший подарок – это книга. У нас в конце 2017 года вышла такая шикарная книга «Татарская литература без границ». Собственно, название говорит само за себя. Да. Здесь книга наполнена стихами, произведениями, рассказами наших известных татарских писателей и поэтов. Книга вышла на 3 языках – на татарском, русском, английском. И вот хотелось бы небольшой вопрос
задать нашим телезрителям. Дорогие телезрители, я сейчас зачитаю стихотворение. Это стихотворение Радивы Аташа, перевод с татарского языка, и вы должны будете угадать, чем же должно завершиться это маленькое стихотворение. Друг в друга были влюблены они немало лет. Вдруг облако оставило их в душах мрачный след. Глаз не сомкнула и она, не спал и он всю ночь. На завтра было решено, обиды прочь. И облако ушло, как тень, и души вновь светлы. Но что же они не смогли найти? И ответов на вопрос от Венеры Абязовой мы ждем от вас, дорогие телезрители, в течение часа. Первого дозвонившегося ждет замечательная книга от татарского книжного издательства. Наши телезрители могут получить вот такой замечательный календарь, где представлены татарские поэты. Звоните, ждем. А в гостях у нас была очаровательная Венера Абязова. Поздравляем с наступившим Новым годом и ждем новых открытий, произведений и новых имен.